Мы приветствуем всех на нашем традиционном школьном конкурсе военно-патриотической песни «Битва хоров». Сегодня наш конкурс посвящен Году защитника Отечества в Российской Федерации, 80-летию Великой Победы и Году защитника Родины в Республике Саха-Якутия. «Битва хоров» — это популярный формат музыкального соревнования, в котором состязаются хоровые коллективы. На сцене мы услышим песни военных лет, современные песни о Великой Отечественной войне, песни из кинофильмов о войне, песни о родине и о славных подвигах солдат. История нашего народа богата героическими событиями и смелыми поступками. Величие цели – основа любого подвига, а основа подвига – высокая нравственность, любовь к родине. Мы всегда будем помнить подвиги наших отцов и дедов, подвиги нашего народа, совершенных в боях и в тылу. Согласитесь, что мы не только получаем удовольствие от музыки, но и многому учимся. Ведь музыка, как книга, делает нас добрее, умнее и лучше. Именно поэтому сегодня мы будем не только слушать музыку, но и показывать свои знания, умения и таланты. Участниками конкурса являются хоровые коллективы, учащихся 10 классов, где им предлагается исполнить одно произведение из патриотического жанра. Оценивать хоровые выступления будет жюри в составе: Ростогой Варлам Алексеевич, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Протопопов Сергей Васильевич, педагог дополнительного образования. Алина Анатольевна, учитель русского языка и литературы. Гаврилова Мира, ученица 11-го психолого-педагогического Д-класса, представитель класса. Когда ты поешь один и допустил вокальную ошибку, это всего лишь твоя ошибка. Но если ты плохо спел в хоре, то ты подвел товарища. Поэтому в хоре петь гораздо сложнее. Поэтому помните, от каждого из вас зависит выступление. Всем коллективам желаем удачи. Первыми открывает наш военно-патриотический конкурс коллектив 10 А класса. Непревзойденным вокалом Татьяны Курдуковой, народным флером и берущим за душу текстом.
в государственном хоре. Следует отметить и тот факт, что практически любой торжественный праздник не обходится без нее. Данная песня стала своего рода классикой жанра, сформировав целое направление, которое находит свое отражение в сердцах многих людей. А сегодня на нашей сцене песню исполнит хор коллектива 10 Б-класса. Поддерживаем аплодисментами!
песня «Флаг моего государства» была создана Денисом Майдановым в 2013 году, в канун 22 августа, в День государственного флага Российской Федерации. Всероссийская премьера песни «Флаг моего государства» состоялась в Государственном Кремлевском дворе 10 ноября 2013 года. Важную роль в судьбе песни сыграла оценка президента страны Владимира Путина, который отметил ее сразу после премьеры в октябре. На сцену приглашаем коллектив 10 В-класса под аплодисменты. появилась на
концерте Государственного джаз-оркестра под управлением Виктора Кушевского. В ноябре 1938 года в Колонном зале Дома Союза. Первая запись «Катюши» была сделана в 1939 году, а впоследствии выходящие пластинки раскупались с ажиотажным спросом. В результате композиция молниеносно набрала популярность и распевалась в городах и селах, на эстрадных площадках и праздничных семейных застольях. Под аплодисменты мы приглашаем на сцену коллектив 10-го Г-класса. многочисленные ролики исполнения композиции «Россия». Поют как взрослые, так и дети. Песня пользуется популярностью на различных конкурсах. Ее перепевают профессиональные кавер-группы. Особенно актуальная песня «Россия» в дни государственных праздников. С удовольствием исполняют ее и на городских мероприятиях. Встречаем и поддержим аплодисментами 10-й Д-класс.
завершаем наш конкурс песни о той весне, которая написана в самом начале 21 века. Автор стихов и музыки Елена Плотникова. Год создания 2009. Эта песня словно взгляд из настоящего глазами современных детей. Это героическое прошлое их прадедов, их нелегкий путь к победе в Великой Отечественной войне. Первое исполнение песни принадлежит московскому вокальному коллективу «Мультикейс», руководит которым Елена Ильинична Плотникова, композитор, лауреат музыкальных конкурсов, автор поэтических сборников. С 2009 года песня звучит на многих концертах и конкурсах по всей стране и за рубежом. На сцену приглашаем коллектив 10 Е-класса под бурные аплодисменты. патриотических песен «Битва коров-2025». Сегодня в нашем актовом зале прозвучали патриотические песни разных времен. Мы увидели, как классные коллективы подошли к выступлениям с креативом и душой. А пока жюри подводит итоги, мы приглашаем на сцену Алексея. Всем привет! Давайте сыграем в игру «Принеси мне». Мне нужен один человек с класса. Поднимайтесь на сцену.
1. Как зовут какой класс? Варламов Лев 10 Б. Как зовут какой класс? Семенов Максим 10 Б. Как зовут какой класс? Класс 10 А. Как зовут какой класс? Ломов Альберт 10 Б. Как зовут какой класс? Федоров Оскар 10 Б. Правила все знаете? Нет? Ну, я, короче, говорю предмет, который мне нужно принести, и вы берете из зала, себя не снимаете. Ну, давайте разминочную игру. Принесите мне резинку. Все, забирайте, забирайте, забирайте. И еще одно главное правило. Спускаемся и поднимаемся только по лестнице. А сейчас игра на выбывание. Принесите мне правый кроссовок. Итак, выбывает 10-й Б. Принесите мне флаг России. Все, можете отнести обратно. Принесите мне рюкзак. Все было правильно. Принесите мне берет. Себя брать нельзя. Осторожно, осторожно. Все. Все. Принесите мне чехол от телефона. По лестнице, еще раз, по лестнице. Ну все, поздравляю, победил. Все, на сцену я приглашаю Захарова Дениса, чтобы он провел еще игру, потому что судьи еще решают, кто выиграл. Раз. Всем привет, меня зовут Денис. Я бы хотел поиграть с вами в игру «Рыба, птица, зверь». Ну, мне также нужно с одного класса по одному человеку. А остальные классы?
класс. Коллега Данил, 10 я. Елена, 10 лет. Алексей, 10 лет. Ага. Сейчас, ну я объясню правила. Я сейчас буду ходить с ногами. Сейчас я скажу правила. Я буду ходить за вами и, ну, к любому человеку подойду и буду спрашивать рыба, птица, зверь. И вы должны будете назвать любое, ну, из этих, если я скажу рыба, то должны сказать там лосось, что такое. Или зверь. Все поняли, нет? Не понятно? Сейчас. Еще раз объясню. Я хожу за вами и выбираю одного человека. И когда я говорю рыба, птица, зверь, говорю зверь. Ты говоришь любой зверь. Например, кошка. Все? Все понятно? Давайте. Сейчас тренировочно, да? Давайте. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба. Акула. Давайте сейчас на выбивание сразу, да? Даем 5 секунд. Давайте. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, звери, рыба, птица, звери, звери. Тигр. Давайте. Рыба, птица, звери, 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 птица. Лебедь. Давайте еще раз. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, звери. Тигр. Лев. Давайте усложним, дадим 2 секунды, да? Что-то слишком быстро. Рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь, рыба. Карась. Рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь, рыба. Рыба. О. Что? Фуга, сказали. Давайте. Рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь, рыба. Семга. Рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь, звери. Собака. Что-то никто не бывает. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба. Осел. Что? Я не знаю, что это. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, марка машина. Байка. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери. Как зовут нашего директора? Бубякина Алина Егоровна. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба. Клоун. Рыба, птица, звери, звери. Панда. Панда. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба. Карась. Все. Прощаемся. Рыба, птица, зверь, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба. Рыба-меч. Рыба, птица, звери, зверь. Собака. Кот. Кот. Все? Ладно, говорят все. Рыба, птица, звери. Птица. Орел. Зверь. Что? Зверь. Рыба. Карась. Говорят все. Просто. Рыба, птица, звери. Рыба, птица, звери. Рыба, птица, звери. Звери. Рыба, птица. Курица. Сесть?
Курица. Вроде птица. Да. Рыба, птица, звери. Рыба, птица, звери. Рыба, птица, звери. Зверь. Звери? Выдра. Ладно. Рыба, птица, звери. Рыба, птица, звери. Рыба. Че? Сеть. Ладно. Рыба, птица, звери. Рыба, птица, звери. Звери, рыба, птица, звери. Рыба, птица, звери. Что там? Рыба. Щука. Щука. Бренд одежды. Бренд одежды. Чигу. Не услышал, да? Говорят, не подсказываем залом. Давайте, короче, по-быстрому. Рыба, птица, звери. Бегемот. Рыба, птица, звери. 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 Коза. Рыба. Чир. Ну, наши жюри уже подвели итоги. Поздравляем город этих людей. Всем спасибо. Раз. Здравствуйте, дорогие десятиклассники. Еще раз добрый день, ребята. Споры были очень горячие, потому что, как уже было сказано, помимо того, что как вы поете, мы смотрели еще и поведение на сцене и за сценой. То есть, когда вы выступили и сели. Вот, сейчас слово передаю Аине Анатольевне. Так, спасибо за праздник песни и музыки и патриотизма. Награждается, начинаем мы с номинаций. Награждается победитель в номинации «Песня о доблести наших солдат» конкурса «Битвы хоров» среди 10 классов, посвященному 80-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, коллектив 10 Б класса. Классный руководитель Константинова Анастасия Гаврилевна. Ребята, один представитель с класса, пожалуйста. Награждается победитель в номинации «Я пою о родине моей», коллектив 10 А класса. Классный руководитель Брызгалова Елена Победковна. Ребята, давайте еще раз подарим аплодисменты. Ну а сейчас переходим к самой интригующей части, да? Грамотой награждается коллектив, занявший 3-е место в конкурсе «Битва хоров» среди 10 классов, посвященном 80-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. И этим классом становится коллектив, исполнивший, можно сказать, бессмертный хит Второй мировой войны, да, Великой Отечественной войны. Коллектив 10 Г класса. Песня «Катюша». Грамотой награждается коллектив, занявший 2-е место в конкурсе «Битва хоров». Коллектив, исполнивший тоже песня, ставшая моментальным хитом, когда эту песню спел коллектив «Непоседы».
10-й Е-класс. Жирокова Алена Ивановна, классный руководитель. Главная интрига. Первое место. Грамотой награждается коллектив, занявший первое место. Песня очень патриотичная. Песня об одном из символов нашей страны. Коллектив 10-го В-класса. Ну а сейчас гран-при становится коллектив 10-го Д-класса. Надеюсь, инсценировку 10-го Д-класса мы все правильно поняли. Девушка — это у нас Россия, а молодой человек — это человек, защищающий свою родину.